Затем начались массовые провокации вдоль границы. Было подтянуто огромное количество войск вдоль границы Ставропольского края, Дагестана, Ингушетии. Буквально российские войска переходили границу, углублялись на территории Чечни 800 километров. Артиллерийскими ударами сносили с лица земли наши пограничные посты. Опять я знал, что меня спровоцирует на ответные действия. Здесь горячие головы упрекали меня в том, что почему я не начинаю. И вот это я выдержал. Вот тогда был выдуман этот спектакль с Дагестаном. Я 100% уверен, что начало вот этой нашествия, или как она называет, агрессия против братского дагестанского народа, об этом знали первый руководитель Дагестана, об этом знал Путин, об этом знал Квашнин, об этом знали Трошевы, Шамановы, Березовский и Волошины. Все они знали. А наши герои, завоеватели Дагестана, были определенными пешками в их руках. Пешками. Когда началась война, массированное применение авиации, я сделал все возможное, чтобы остановить эту войну. Первое, что я сделал. Ровно 3 раза я звонил в администрацию Ельцина. Просил руководителя администрации Волошина: дай мне минут 10 поговорить с Ельциным. Я уверен, что Ельцин об этом не знает. Стоит мне встретиться с ним минут 30, войны не будет. И 3 раза мне объясняли, что Ельцин болеет, его нету, он где-то там. Я говорил, не может быть, это была правительственная связь, чтобы не было правительственной связи с президентом такого большого государства. Затем я действительно осудил, сделал заявление после серии террористических актов, осудил терроризм, бандитизм, агрессию в Дагестан и так далее. И предложил российской стороне. Давайте совместное расследование. Если будут неопровержимые доказательства причастности хоть одного чеченца к этим террористическим актам, я готов представить любого гражданина Чечни на любой независимый судебный процесс. Пожалуйста. Тут же я провел съезд чеченского народа. Резолюция съезда была очень жесткая. Осудить войну, осудить терроризм, осудить бандитизм, объединить усилия по борьбе с преступностью. Все было. Но никому эта резолюция не нужна была. Затем я сделал все возможное, чтобы встретиться с первым руководителем Дагестана, с Магомедовым. И мы договорились с ними встретиться. Я на следующее утро, выезжая на границу Чечни с Дагестаном, подъезжая к блокпосту, установленное время, мне говорят, что там дагестанцы перекрыли дорогу, типа меня не пропустят в сторону Хасавюрта. Я говорю, другие проблемы есть? Нету. Тогда я говорю, я подъезжаю к этой толпе, мне хватит 5 минут, я там проеду. Потом они замешкались, говорят, что со стороны Кизил-Юрт Магомедова остановила такая же толпа, его не пропускает. Я посмотрел на это и сказал, это проблема Магомедова, если он на своей территории не может проехать. Развернулся и уехал. Послал их к черту.
Затем я сделал все возможное, чтобы встретиться со всеми руководителями республик, краев Северного Кавказа. И предложил, давайте встретимся и подпишем совместное соглашение. Подпишем соглашение о коллективной безопасности. Если, например, в последующем чеченцы там перейдут границу Дагестана, или там Осетии, или там ингуши перейдут границу Осетии, значит, все вместе мочим его. Давайте. Нам не дали встретиться. Кто не дал? Путин не дал. Не нужна была эта встреча. Я бы там убедил, что эта война потом вернется к ним, вот как это сейчас можно уже прогнозировать. Затем, когда все эти усилия ни к чему не проводило, я обратился к военным, этим генералам, Казанцевым, Прошкиным, там, Шамановым, через своего сослуживца, бывшего моего командира полка в Венгрии, генерала Боковикова Владимира Николаевича. Просто так обратился, как бывший офицер в советской армии. Клянусь с болью. И говорил этим генералам, неужели вам не хватило то, что было в ту войну? Но почему вы опять наступаете на те же грабли? Остановитесь, пока не поздно. Давайте сядем, подумаем.